Рассмотрим теперь слитное деепричастие с аффиксом «а». После основ, заканчивающихся на согласную, и «эй» после основ на гласную. Слитное деепричастие означает действие, которое происходит одновременно с основным глаголом, или тесно связанные с ним. Тесно связанные с ним. Например, от глагола ожидар деепричастие, слитное деепричастие будет ожида. Переводится на русский язык как открывая. Турар, тура, стоя. Например, тура ойнар. Тура ойнар. Играть стоя переводится. Гнар, плакать. Основа заканчивается на гласную, поэтому присоединяется аффикс «эй». Глай, плача. Деепричастие слитное. Рассмотрим теперь особенность перевода слитного деепричастия с некоторыми словами. Деепричастие на «а» плюс слово «ара» переводится следующим образом. Вот это вспомогательное слово «ара» обозначает ослабленность действия. Например, аштаяра, слегка очищая. Аждара, слегка приоткрывая. На русский язык же вспомогательное слово «арак» соответствует приставке «при», приоткрывая. Следующее сочетание слитное деепричастие на «а» плюс слово «перген» обозначает законченность или начало действия. Например, ойнайберген. Начал играть. Начал играть. Соксайверген прекратилось. Намдайберген утихомирилась.